Георгиевская лента – символ победы. Это знает каждый школьник. Но позвольте усомниться, ведь в противном случае придется признать, что войну выиграл Гитлер, и это его победа. Знакомьтесь, этого гитлеровского генерала зовут Петр Краснов. Обратите внимание на награду. Да, это орден Святого Георгия. Именно к нему прилагалась Георгиевская лента. Генерал Краснов добровольно пошел служить Гитлеру. Возглавил русские казачьи войска Третьего Рейха, которые отличились особой жестокостью, особенно в борьбе с мирным населением. А как вам этот георгиевский кавалер? Тимофей Доманов, генерал-майор вермахта, походный атаман казачьего стана. Наиболее активно проявил себя в борьбе с партизанами в Украине и Беларуси. Или этот гитлеровский офицер, майор Александр Альбов, также награжденный орденом Святого Георгия, начальник отдела пропаганды. Такой себе Киселев того времени. Продолжать список можно долго, ведь за годы войны Георгиевским крестом наградили более 3 десятков предателей своей родины. Список впечатляет. То есть под георгиевскими лентами эти люди сжигали деревни, расстреливали мирных жителей, проводили карательные операции. Однако сегодня георгиевская ленточка почему-то символ победы советского народа. Но кому понадобилось ленту, которая за годы Второй мировой войны стала отличительным знаком русских фашистов, сделать символом победы в войне над фашизмом? А ведь никто на всем постсоветском пространстве до 2005 года ничего не знал об этом символе. То есть до этого момента, пока в Москве не была запущена акция «Георгиевская ленточка». Примечательно, но эта акция стала первой масштабной пробой пера кремлевских пропагандистов. К слову сказать, уже в самом ее начале было распространено 800 тысяч ленточек, а в период с 2005 по 2009 год их было роздано более 30 миллионов. Именно этой акцией Россия развязала информационную войну против всех. Теперь под этой лентой террористы убивают людей на Донбассе. Кого-то удивляет, что авторами акции «Георгиевская ленточка» стала группа журналистов российского информационного агентства «Новости», того самого, из которого вырос информационный монстр Russia Today. Для чего главные будущие пропагандисты Кремля искажали память о Великой войне? Для чего дурманили население, заставив носить фашистские символы? Для чего заменили символы победителей на символы бесчестия проигравших? Не для того ли, чтобы оправдать свои агрессивные намерения? Не для того ли, чтобы взять реванш над настоящими победителями, прикрывшись лозунгами антифашизма? Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся непогрешимыми. Ведь это ваше право думать.